Доброе утро! Это Центр управления Республики Башкортостан. Мы с вами в прямом эфире говорим о ситуации, которые произошли в республике за минувшие сутки. У нас в гостях по-прежнему наш прикомандированный сотрудник из Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Якшгулова Эльвина Аминовна. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, что произошло в республике за минувшие сутки? За прошедшие сутки на территории республики чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. По оперативным данным, произошел 21 техногенный пожар, в котором, к сожалению, погибло 4 человека. Что произошло? Погиб мужчина на территории Нуримановского района. Предполагаемой причиной пожара является неосторожность при курении. Пожарный извещатель установлен не был. На территории города Стрельтамак, к сожалению, погиб мужчина 1987 года рождения и ребенок 2009 года рождения. Причина пожара устанавливается. Пожарный извещатель был выдан в 2019 году администрацией по программе «Многодетная семья», но, к сожалению, не был установлен. И дополнение к пожару на территории Дюртюлинского района 12 ноября был пожар, в результате которого скончался мужчина в реанимации. То есть он пострадал во время пожара, и ночью он скончался в результате этого пожара. Да. Вот как мы видим, да, очень часто так бывает, и даже есть пожарный извещатель, но все равно кто-то не установил, кто-то просто вот несерьезно воспринял. А такая маленькая нужная вещь, она действительно помогает. Ну, давайте поговорим про основные причины пожара. Всего в республике с начала года произошло более 10 тысяч пожаров, в котором, к сожалению, погибло 232 человека. Основными причинами пожара являются неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, детская шалость с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Да, вот также мы неоднократно говорили в наших эфирах по поводу неосторожного обращения с огнем, по поводу печного отопления. И просим быть жителей очень внимательными, не оставлять без присмотра печное оборудование, не оставлять детей без присмотра. Давайте поговорим о элементарных правилах безопасности. К сожалению, каждый второй погибший на пожаре находился в состоянии алкогольного опьянения или курил в постели. Поэтому призываем граждан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не курите в помещениях, не бросайте окурки, не допускайте использования электрооборудования с поврежденной изоляцией. Уходя из дома, проверяйте все электрооборудование, газовые плиты и другое оборудование. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им зажигать печи, газовые плиты и включать электрооборудование. Также храните спички, зажигалки и другие огнеопасные изделия в недоступных для детей местах. Это очень важные, простые, элементарные вещи, но их обязательно нужно соблюдать и нужно слушать хотя бы вот наши рекомендации и следовать им, конечно же. У вас была еще информация для наших жителей? Да, хотели бы добавить то, что с 23 по 25 ноября в республике запланировано проведение технической проверки системы оповещения, также громкоговорящих устройств длительностью до 5 секунд. Всем взрослым необходимо усвоить самим и также объяснить детям то, что это не сигнал тревоги, это внимание всем. Услышав его, не надо пугаться, дождитесь разъяснения всех причин. В случае же реальной чрезвычайной ситуации сирены будут длиться до 5 минут. В таком случае нужно полностью прослушать информационное сообщение, выполнить все рекомендации и также помните, что в первую очередь нужно брать с собой документы, деньги и по возможности еду и питье на сутки. То есть это у нас будет с 23 по 25 ноября. То есть сегодняшнего дня, да, у нас... Да. Ну, вот такая информация. Ну, а я напоминаю, мы с вами в прямом эфире в Центре управления Республики Башкортостан говорим о происшествиях, какие произошли в республике, даем правильные, нужные советы. Пожалуйста, услышьте нас, подписывайтесь на наши сети, ставьте лайки, делайте репосты. И мы желаем вам хорошего дня.